Зрение, вес, рост, ухо, горло, нос. Далее по списку невролог, терапевт и стоматолог. Перед тем, как стать настоящим солдатом, призывникам нужно пройти медкомиссию. Заключение, годен или нет, остается за врачами. У Ахмеда Газдиева никаких жалоб на здоровье нет. В военкомат явился сразу, как получил повестку. Лишились проблем хамхугиос, немеда обследования винус. Коль джахаш, план жис университетах, нагас университетах, ваша студали, вы школе халгус армии. Среди тех, кто сегодня проходит медкомиссию и желающих пополнить ряды вооруженных сил, половина. Некоторые по состоянию здоровья остаются в запасе. По словам медиков, из 10 призывников отбор проходят только 2. Самый большой акцент, можно сказать, что это даже терапевтический профиль, желудочно-кишечный тракт. Очень много у нас стало ребят с повышенным давлением, с артериальным давлением, несмотря на возраст. И очень много ребят, у которых снижено зрение. Это каждый, если не второй, то третий точно, можно сказать. Даже каждый второй. Призывной ресурс Назрановского района и города Назрани составляет порядка 2500 человек. В районном военном комиссариате надеются отправить на службу до 100 человек. В этом году задача республики перед Министерством обороны отправить 250 новобранцев. Сейчас, если вы видите на какую-то государственную работу, на какую-то работу устраиваться, везде нужен военный билет, везде нужно прохождение военной службы. И в этом, я считаю, ничего такого нету. Нужно идти служить, защищать Родину. 1 год – это не такой большой срок. Поэтому всех граждан я попрошу призывного возраста явиться в военный комиссариат по всем этим мероприятиям. Отправить первых призывников из Ингушетии планируют 26 апреля. Молодые люди будут проходить службу в Национальной гвардии, сухопутных, военно-космических и военно-воздушных войсках. Часть направят в военно-морской флот. Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Сулейм Костоев. Новости 24.